выдающегося английского философа XIII века Роджера Бекона, Ибн Сина превзошел всех известных ученых в свое время. Достижения мыслителя представлены разными областями знаний – философией, медициной, математикой, астрономией, геологией, лингвистикой. Абу Али Хусейн ибн Абдулла ибн Хасан ибн Али ибн Сина родился 21 августа 980 года вблизи Бухары, тогда политического центра империи саманидов. Его отец был последователем исламизма, религиозно-философского учения, которое отрицало некоторые из основных догм ортодоксального ислама. Слушая разговоры взрослых о душе и разуме, мальчик с измальства приобщился к философии. В 10 лет он владел арабским языком и знал наизусть Коран. Потом овладел основами логики и геометрии и приступил к самостоятельному изучению физики и метафизики. С юных лет парень заинтересовался искусством полемики и уже в школьные годы считал себя лучшим в постановке вопросов. Рассказывая о своем опыте познания, мыслитель пишет, что не спал полностью ни одной ночи, а днем не занимался ничем другим, кроме науки и математики. Интересно, что Абу Али ничего не принимал в веру и все доказательства проверял сам. Также юноша начал осваивать медицину. Медицина не из тяжелых наук. За совсем малое время я настолько овладел ею, что даже лучшие мужи медицины не отказывались у меня учиться. Тогда мне было 16 лет. Я стал посещать больных, и через опыт мне открылись способы лечения, которые еще не были описаны, писал он. Когда слава 17-летнего целителя дошла до правителя Бухары, страдавшего от болезни, которую не в силах были вылечить придворные врачи, он вызвал парня к себе. Когда слава 17-летнего целителя дошла до правителя Бухары, страдавшего от болезни, которую не в силах были вылечить придворные врачи, он вызвал парня к себе. Исцелив правителя, Абу Али получил в качестве вознаграждения доступ к эмирской библиотеке, которая состояла из многих комнат, наполненных сундуками с книгами. Я ознакомился со списком книг предшественников и затребовал те, какие были нужны. Я внимательно прочитал эти книги, усвоил все полезное, что находилось в них, познав степень учености каждого из авторов, рассказывал Ибн Сина. Если что и далось юноше трудно, так это метафизика Аристотеля. Я перечитал ее 40 раз и выучил наизусть, но так и не понял ни ее содержания, ни цели. В отчаянии я сказал себе, этот труд, к пониманию которого нет пути, жаловался он. Случайно на рынке Абу Али наткнулся на труд великого философа Абу Насра аль-Фараби, посвященную трактовке Аристотеля. Вернувшись домой, я немедленно взялся за чтение, и передо мной сразу раскрылась цель